Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане с 1 апреля вступили в силу ограничения на объем дизельного топлива в баках автомобилей, выезжающих из страны. Он не должен превышать 300 литров, иначе за каждый литр сверх этого придется доплачивать. Объем дизеля, заметно подорожавшего в мире, в последние недели будут измерять на таможенных пунктах специалисты нефтегазовых структур. Turkmenistonda ko'chtiryapsalar keladi. Mana qozon mashinalar yerga shunday qo'yapti. 1 tonna salarkani biratlar oqizib yuboryapti. Просто жалко-da. Qarayda. Shunday yo'qyapti. Вообще-da. Qo'y bekarga beraman degan. Просто isrof. 30 марта президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ номер 1768, который строго ограничивает вывоз дизельного топлива из страны в частном порядке. Допустимый объем в баке теперь составляет 300 литров. За его превышение водители будут доплачивать по 20 манатов или около $1 за каждый литр. Ограничение коснется в первую очередь большегрузов. Новые правила вступили в силу уже с 1 апреля. За их исполнение отвечают совместно государственная пограничная и государственная таможенная службы, а также госконцерн «Туркменнефть». При этом выполнять контроль на таможенных пунктах будут специалисты Главного управления госконцерна «Туркменнефтепродукты». В распоряжении Туркмен Ньюс оказалась подробная инструкция, которую управление разработало для внутреннего пользования. Представители госконцерна будут замерять у каждого транспортного средства объем горючего в баке, а показания заносить в электронную систему учета. Если объем превысит 300 литров, то водителю выдадут 2 копии квитанции, одна лично ему, а вторая банку для оплаты пошлины за лишние литры. Специалисты будут оставаться на таможенных пунктах в течение всего времени их работы. Каждое измерение они будут дополнительно фиксировать в специальной бухгалтерской книге. Инструкция описывает и другие меры, которые, по всей видимости, должны предотвратить подлог и возможность получения взяток вместо банковских квитанций. Коррупция при расчете за дизель – это системная проблема в Туркменистане. Официальная цена на него установлена в 1 манат или около 5 американских центов за литр. Это и раньше было гораздо дешевле, чем в других странах, в том числе нефтедобывающих. Например, летом прошлого года в Узбекистане литр дизельного топлива стоил 12 700 сумов или $1, в Казахстане 310 тенге или 60 центов, а в России 70 рублей или 90 центов. Из-за значительной разницы в ценах в Туркменистане действуют разнообразные подпольные схемы вывоза топлива за рубеж. Как следствие, частные водители внутри страны постоянно сталкиваются с его дефицитом. Сотрудники АЗС самовольно ограничивают объем топлива, который отпускают в одни руки, а за превышение лимита требуют доплату до 200% от цены. Если бы шкала цен изначально была прогрессивной и сопровождалась строгим антикоррупционным контролем, то миллионы манатов, которые водители фактически и так платят, поступали бы не в карманы коррупционеров, а в бюджет. Вместе с тем, распределение топлива стало бы более предсказуемым. Однако новая мера в первую очередь связана с текущей конъюнктурой топливного рынка. Война Израиля и США с Ираном, затронувшая и государство Персидского залива, заблокировала Ормузский пролив, отрезок одного из ключевых маршрутов по вывозу на мировой рынок нефти и газа из региона. В результате цены за последний месяц на разные виды топлива существенно выросли. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах дизель подорожал на 70%, в США на 50% и стал стоить $1,3–1,4 за литр. Такие цены примерно в 25 раз превышают туркменские. При новой разнице стоимостей число желающих перепродать топливо за рубеж может только вырасти. По всей видимости, именно с этим и призваны бороться новые ограничения, защищая внутренний рынок от дефицита. Различные ограничительные меры действуют, например, в Казахстане и России. Северный сосед Туркменистана последовательно ужесточал правила вывоза нефтепродуктов и осенью 2025 года ввел полный запрет, действующий до мая,
Объем топлива в баке там пока не ограничивают. Россия с 1 апреля также ввела полный запрет на экспорт. Он продлится минимум до 31 июля. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.